И здесь видно прям такие жировые пятна, но то есть тут ни о каком мазуте речь не идет. Это выброс какой-то серьезный, жировой. Посмотрите, птица умерла. Мертвые и погибающие птицы разбросаны по побережью одного из центральных пляжей Сухума. На поверхности моря жирная пленка, на берегу воняет какими-то отходами. И это побережье Абхазии, где мы еще недавно не уставали восхищаться чистотой и прозрачностью воды. Что происходит вообще? Подписчики телеграм-канала «Сухум в эфире» также сообщают и делятся видео о загрязнении акватории и вновь обнаруженных мертвых птицах. Президент Абхазии Бадра Гунба поручил экологам и всем профильным службам разобраться в ситуации с гибелью птиц чомга, которых выбросило на побережье. Гибель чомг на побережье Черного моря, по предварительным данным, носит естественный характер, сообщил вскоре исполняющий обязанности председателя Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Никаких признаков инфекции, заражения или отравления у птиц не обнаружено. Образцы умерших птиц уже отправлены на анализ в экологическую службу города Кропоткина. Когда мы получим результаты лабораторных исследований, можно будет говорить более обстоятельно. Как это нет признаков отравления? Отчего же тогда гибнут птицы и рыба? Стали возмущаться в соцсетях люди. Я, честно говоря, тоже ничего не понял и полез разбираться с этой темой. Оказалось, что проблема мора, рыбы и массовой гибели птиц в Абхазии ежегодная и носит четко выраженный сезонный характер. Практически одновременно с созреванием мандаринов в Абхазии начинается путина, период промышленного вылова рыбы, который длится с декабря по март. Так вот, на протяжении ряда лет именно в этот момент и происходят серьезные проблемы с экологией. Выходят на промысел рыболовецкие суда, в основном турецкие, и вскоре появляется на побережье дохлая рыба, мертвые птицы. Цитирую вам заголовки и анонсы статей только за последние пару лет. 2023 год. Правда ли, что из-за слишком интенсивного вылова в последние годы стадо этой рыбы у берегов заметно уменьшилось? 2024 год. Абхазские СМИ обсуждают скопление турецких кораблей в Сухумской бухте. Нынешняя путина в Абхазии по вылову хамсы после провальной прошлогодней выдалась весьма удачной, но принесла немало экологических проблем. Председатель Абхазского Госкомитета по экологии Савелий Читанава опроверг сообщение о том, что под видом хамсы в Абхазии вылавливают ценные виды рыбы. Мой опыт подсказывает, что если что-то опровергают, значит, у кого-то был весомый повод в этом усомниться. Бывают и более трагические и странные случаи. 3 человека погибли и еще 4 были госпитализированы с турецкого рыболовного сейнера, осуществлявшего вылов хамсы в абхазской акватории. Все минувшие выходные в абхазском интернет-сообществе бурно обсуждали смерть 3 и госпитализацию 4 рыбаков с турецкого сейнера, одного из зафрахтованных абхазскими компаниями по производству рыбной муки и рыбьего жира. Эти сейнеры уже много лет осуществляют у абхазского берега Черного моря вылов хамсы в период ее путины с декабря по март. В пятницу, 16 февраля, пресс-служба Минздрава Республики сообщила, что 3 человека с турецкого рыболовецкого судна скончались, и их тела доставлены в морг Гагарской центральной районной больницы. А в реанимационное отделение Гагарской ЦРБ были доставлены еще 4 иностранных граждан с турецкого сейнера с признаками сильного отравления. 3 поступивших пациентов были подключены к кислороду, 1 находился на искусственной вентиляции легких.
Состояние всех пострадавших медики оценивали как тяжелое. Судно пришвартовалось к причалу курорта Пицунда, с него спустились рыбаки и на самодельных носилках вынесли 3 человек без сознания. Было трудно понять, что с ними произошло, они не говорили по-русски. Предположили, что они отравились ядовитым газом, который выделяет рыба. Пострадавших доставили в Гагурскую больницу. Кстати, про массовую гибель птиц в прошлом году мне тоже рассказывала одна местная жительница. Она совместно с другими сердобольными людьми, волонтерами, лично собирала трупы несчастных птичек. И тоже рассказывала про то, что это турецкое судно сбросило накануне в море какую-то гадость, какие-то отходы вредные, которые и отравили все живое вокруг. И еще один момент, который дает объяснение, как могли оказаться на побережье трупы птиц. Много птиц кучкуются в том районе, где идет вылов рыбы. Эти птицы преследуют буквально вот эти рыболовецкие сейнеры. И когда они пытаются стащить какую-то рыбку, в это время запутываются в сетях. Потом рыбаки выпутывают из сетей трупы этих птиц несчастных и просто бросают их в море. А море потом прибивает эти трупы к берегу. Мне кажется, такая версия тоже правдоподобной. А вот это недавнее официальное видео, опубликованное как раз накануне страшных кадров с дохлой рыбой. В результате совместного рейда природоохранной прокуратуры, Госкомитета по экологии Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Очамчирском районе был зафиксирован незаконный вылов рыбы. Российскими пограничниками был задержан рыболовецкий сейнер, рыбаки которого выловили около 5 тонн хамсы в запретной зоне. По закону промышленный вылов рыбы в акватории Абхазии запрещен ближе 500 метров от берега. Пограничники составили протокол об административном нарушении, и штраф нарушителям предусмотрен, знаете какой? 3000 рублей. 3000 рублей за целый сейнер незаконно выловленной рыбы. Это что такое? Правда, пишут, что с нарушителей будет еще взыскан ущерб, сумму которого определит Госкомитет по экологии. А вот это уже, знаете, не точно. Так может и в этом корень зла, в безнаказанности? Поверьте, мы с моей женой очень полюбили Абхазию и всегда с удовольствием приезжаем сюда отдыхать. Здесь живут замечательные, трудолюбивые и гостеприимные люди. И здесь очень красиво. Мы верим, что новоизбранный президент страны разберется и с этой экологической ситуацией, и с другими проблемами, коих немало, и морское побережье Абхазии вновь станет чистым и ухоженным. А уж мы, россияне, приедем к вам с удовольствием и не раз еще.